Этот видеоролик будет вторым из серии «Осколки ГУЛАГа вдоль железной дороги Котлас-Воркута». Он познакомит вас с поселком Керки, который расположен на левом берегу реки Аюва, притока Ижмы. Находится в 21 километре по железной дороге и в 41 километре по автомобильной дороге от города Сосногорск. Возможно, название происходит от коми слова «керка», в переводе на русский язык «дом» или «изба». К сожалению, в интернете удалось найти совсем немного информации об этом поселке. Он был основан в 1941 году, и однозначно история его появления связана со строительством железной дороги Котлас-Воркута, значит и с ГУЛАГом. В 1949 году здесь находилось 280 спецпереселенцев. Из них 96 немцев, 4 из раскулаченных, 56 западных украинцев и 124 бывших власовца. В последующие годы поселок Керки был крупным центром лесозаготовок, и здесь располагался Аювинский лесопункт. Еще в начале нулевых годов здесь проживало более 1000 человек, но после закрытия лесопункта поселок постепенно умирает. Жители уезжают и находят для жизни более комфортные условия. Согласно переписи 2010 года здесь оставалось 689 человек, а к 2020 году из них осталось менее половины. В 2012 году он был объединен с городским поселением Сосногорск. На сегодняшний день здесь имеются фельдшерско-акушерский пункт, начальная школа, детский сад, библиотека и 3 магазина.
В описании к видео будет указана ссылка, перейдя по которой вы можете посмотреть довольно богатую и интереснейшую историю поселка в фотографиях из архивов Керкинской библиотеки. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.